По статистике, каждому третьему человеку хоть раз в жизни переливали донорскую кровь. Это огромная цифра. Именно поэтому подобные акции всегда актуальны. Только в Ингушской республиканской станции переливания крови ежегодно осуществляется более 3000 донаций, а это 1000 спасенных жизней. Участие в акции сегодня принимают госслужащие, студенты, волонтеры. Я сегодня первый день, но исходя сегодняшний день, я через 2 месяца меня пригласили еще раз. Буду участвовать каждые 2 месяца. Дача крови донору. Это самая акция, где я могу помочь своим жителям, любого человека, который нуждается в моей крови. В прошлый раз мы сдавали, можно сказать, так сказать, понравилось, так как самочувствие, наоборот, улучшается. И поэтому решили постоянно сдавать кровь. В рядах доноров не только крепкие мужчины, но и хрупкие девушки. Медики уверяют, что сдача крови – акция беспроигрышная. Ведь донация не только спасает жизни, но и стимулирует иммунную систему самого донора, улучшает обмен веществ в организме. Амина Тибоева уступает донорам уже в 4-й раз. У девушки редкая группа крови. Из станции переливания звонили, говорили, что у меня очень редкая кровь, и анализы у меня всегда очень хорошие, в принципе. И было бы очень хорошо, если бы я пришла и сдала, потому что в реанимации очень много пациентов, которые нуждаются в моей крови, и для меня это большая честь, и, в принципе, в будущем сдавать кровь вообще, в принципе, очень даже полезно. После этого я с радостью прихожу сюда и сдаю кровь. В Ингушетии уже 38 почетных доноров России. Это люди, которые безвозмездно сдали кровь минимум 40 раз или плазму крови более 60 раз. Для такой категории граждан законом предусмотрены различные льготы. Но самая главная награда – это понимание того, что ты спасаешь кому-то жизнь. Уже с утра у нас достаточно шумно, достаточно атмосферно. Сдают кровь любой желающий, но сегодня, так как такой праздничный день, кровь сдает молодая гвардия. До этого у нас кровь сдавал благотворительный фонд «Клуб добрых людей», ну и любой желающий, любой доброволец, кто хочет сдать кровь сегодня. Донор приходит обязательно с паспортом, но и все предварительные анализы, осмотр, регистрацию мы производим на месте. Все анализы, которые нам необходимы для выпуска качественной продукции, для того, чтобы донор сдал безвредно для его организма кровь, мы осуществляем здесь на месте. С недавних пор в Швеции донорам начали приходить СМС-сообщения, когда их кровь переливали нуждающимся пациентам. Эта программа рассылки благодарственных сообщений серьезно поспособствовала увеличению повторных визитов в донорские центры. Ведь так приятно знать, что сегодня ты помог человеку. Зарима Ивлоева, Рамзан Зурабов, Новости 24.